На нашем телеканале продолжаются публичные споры кандидатов на пост главы республики. На этот раз в студии у ведущего Романа Герасимова встретились доверенное лицо Вячеслава Гайзера Галина Кравченко и кандидат от ЛДПР Михаил Брагин. Темой разговора стало образование и наука. Правда, в этот раз, на удивление, спора не получилось. Оппоненты зачастую были едины во мнении. Татьяна Супряткина знает, в чем именно. Образование в республике шагнуло далеко вперед. И с этим утверждением согласны даже те, кто, по сути, должен сомневаться. В нашем случае критик региональных властей от ЛДПР Михаил Брагин. Строятся новые школы, детские сады не только в городах и райцентрах, но даже в самых отдаленных селах. Выросли зарплаты педагогов. Регион исправно выполняет все майские указы президента. Однако без традиционной ложки дегтя не обходится. Мы начали нормально платить деньги, а у нас ЕГЭ люди плохо, ученики сдают. Но я как раз не соглашусь с такой формулировкой, потому что результаты единого государственного экзамена показывают, что у нас по большинству предметов средний балл не только вровень с российским, но еще и выше его. Поэтому это говорит о том, что у нас все-таки тенденция к росту среднего балла по республике по предметам растет. У нас есть предметы, которые, скажем так, вызывают у нас некое опасение в том плане, что на самом деле у нас, возможно, есть какое-то отставание по их преподаванию, но мы как раз в этом году уже сейчас готовимся к следующему году и говорим о том, что необходимо повышать квалификацию наших учителей. Мы сейчас продумываем именно содержательные курсы для наших учителей, которые должны будут все они пройти до, естественно, итоговой государственной аттестации. Если среднее профессиональное образование в республике только намечает рост, то высшее уже развивается в полную силу. Заметный толчок этому дало объединение крупнейших вузов республики КГПИ и СГУ. Подобная образовательная реформа далась нелегко, слишком много противников оказалось. Сегодня благодаря позиции Вячеслава Михайловича Гайзера это решение, оно состоялось. У нас сегодня университетский комплекс есть, решение принято. Мы сегодня не входим в красный пояс. Скажите, это помогает повысить эффективность? Помогает. Вот стали вузы-то крепче. Мы ж помним, когда зашла речь на федеральном уровне об эффективности вузов, стали говорить, что некоторые мы просто ликвидируем и закроем. Ушла эта опасность? Отвечаю, ушла эта опасность, потому что ликвидированы все эти филиальчики, которые штамповали всевозможные, Да Филькины грамоты, давайте говорить своим, так, как это есть на самом деле. Я согласен и считаю правильное решение и федеральных органов власти, Министерства образования Российской Федерации и исполнительной власти Республики Коми. Экономический эффект от объединения уже ощутила экономика региона. Рынок вакансий стал заполняться по востребованности профессий. В этом году серьезно уменьшилось количество выпускников, которые обратились как за содействием в поиске работы в службу занятости, так и на постановку на регистрационный учет в качестве безработных. Действительно, очень серьезное произошло снижение в этом году. Если мы можем говорить, даже по прошлому году цифра составляла где-то 1300-1400 человек, то в этом году в общей сложности по всем уровням профессионального образования где-то порядка 500 человек. Проблема с кадрами в республике пока действительно актуальна. Особенно не хватает специалистов на селе. И тут только один вариант, считают гости студии – вернуть систему распределения. Каждый студент, который направлен за бюджетные средства, он должен быть на контроле в муниципалитете. И это нужно делать. Сегодня структура есть не только местного самоуправления, но общественных советов. То есть бюджет республики заплатит за его образование? Есть и такое, что бюджет республики, есть направление с муниципалитетов. То есть, если человек учится за государственные деньги, то необходимо сделать все возможное, чтобы он возвращался сюда, здесь работать. Вот мы запрещаем молодому человеку, который получил образование, не выбирать самому, а по распределению. Но извините, гражданские вузы сейчас этим пользуются, но военные училища. Это тоже же молодые люди получают образование 5 лет, и они обязаны служить по контракту 5 лет. Да. Почему-то в гражданских вузах нельзя. Ты должен в деревне такой-то отпахать 5 лет. К слову, в муниципалитетах уже сейчас активно прорабатывается вопрос о целевиках-студентах. Руководитель республики Вячеслав Гайзер поручил администрациям своевременно и активно подавать заявки в вузы, оперативно восполнять вакансии необходимых району специалистов, чтобы их можно было обучить за счет республиканских средств. Однако зачастую на местах только и твердят о проблеме, но ничего не делают, чтобы решить ее. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.